вас было 3 домашних задания. Первый был атмосферу поменять. Кто попытался в каком-то месте практиковать атмосферу поменять? Как вам удалось? Что вы делали? Расскажите свою историю. По одному. Ага. Вместе с внучкой пошла в поликлинику. Угу. Там же очередь всегда, да? Да, очередь. Постояли очередь, зашла с внучкой и говорю врачу. Ага. Как у вас уютно, как у вас хорошо, выглядите хорошо. Она сразу заулыбалась, говорит, садитесь, что вы пришли. Я говорю, вот немножко, говорю, внучка кашляет, посмотрите. Она так спокойно посмотрела, даже буклеты нам дала и отправила. То есть, вы внимание обратите, от вас требовалось всего лишь несколько слов говорить. Да. И люди совсем начинают по-другому относиться. Очень хорошо. Хорошо. А вы где потренировались? Сегодня ходила на новый успех, надо было сдать как раз вот декларацию до 1 апреля. Ага. Во-первых, помощь была большая, я с ребенком была. Ага. И еще, честно говоря, даже заполнять не знала, как правильно заполнить. Ага. И подошла к окну, там девушка такая была, красивая. Я к ней подошла, говорю, вы так видите, красивая фотография. Он сначала поздоровалась, спросила, говорю, у вас можно сдать декларацию? Она говорит, да, конечно, говорит, очень занимайте. Девушка, я с ребенком говорю, у вас как бы что-то красивое, вы так красиво. Она говорит, так форма идет, она заулыбалась. Я говорю, вы не могли бы мне помочь заполнить? Она говорит, конечно, говорит, взяла, не стала ничего возмущаться, и такая откровенная очередь, никто не возмущался, она мне за 5 минут все это заполнила, сказала, печать поставила, и отпустила. Вы что-то поняли? Обычно займитесь очередь. Это в налоговой, да? Да. Там это единственное место, где больше всех орут. Мне сегодня повезло. Больше всех говорят, стойте вон там. И сама заполняла, сама печать поставила, делала. И внимание обратите, как слова работают. Колоссальный пример. Хорошо. Мужчины, кто из вас поработал где-то-нибудь? Интересно? Вы что, у вас ни с кем не встречаетесь сегодня, у вас не было жизни? Вы просто спали, сегодня обратно вернулись сюда? Или на работу тоже не ходили? А? Практиковали. Ну, вот поэтому спрашиваю. Если вы практикуете, поймете. Не практикуете, не поймете. Я вам скажу, почему мы не практикуем. Я только что вам сказал. Человек не практикует, потому что его старые привычки мешают ему. Его старые привычки действительно мешают ему, не дадут ему это делать. А мы что думаем? Ну, ладно, это понятно. А вот так у нас в жизни тоже сами же. Есть много вещей, которые мы знаем, но не делаем. Правильно? Много вещей, которые мы знаем, но не делаем. Одних поэтому толку нету. Потому что мы их просто знаем и все. Нам кажется, что учиться это значит просто набор информации. Я познавал что-то новое. Если вы не практиковали, значит вы не учились. Потому что учиться это не набор информации. Если учиться набор информации, был бы компьютер, знаете, сколько информации можно набрать? Очень много. В одном компьютере можно загонять целых несколько библиотек. Но компьютер умнее не станет. Если чем больше его загружаете, будет зависать. Он умнее не станет от этого. А поэтому учиться это измениться. А не практикуешь, не изменишься. Станьте все, пожалуйста. Тогда мы практикуем прямо здесь. Станьте. Сядьте с теми, кого впервые видите. Возьмите за ручку, приведите возле себя. Давайте, давайте, давайте. С кем, кого впервые видите. Спина ровно, осанка. Улыбайтесь, пожалуйста. Вы сегодня красивее. Из всей домашней задания вы делали вот этого. Потому что над этим смотрят все. А вот остальные делали или не делали, никто не видит, поэтому. Поэтому у нас на мозги не вкладывают, на одежду вкладывают. У нас привычки, менталитет же такой же. Потому что свадьба крутой мы делаем, чего-то другое на себя не вкладываем. Но свадьба все видят, неудобно же, родственники видят и так далее. У нас менталитет такой, поэтому сегодня вы очень приятные, супер, очень хорошо, очень красиво. Только блесков вообще нету, ребята. Девчонки, у вас блесков нету. Жаль, что у меня тренинг вечерний. Обычно, когда у меня субботу-воскресенье днем обычно оставляют тренинг, я всех отправляю по магазинам, они сначала блеск найдут, потом придут. Но жаль, что у нас вечером, наверное, уже магазин начинает закрываться. Пока пойдете, блеск найдете, 2 часа пройдет. У вас должно быть много блестящего. Без этого не обойдетесь. Запомните, мозг мужчины реагирует на блестящее по-другому. Но вы должны его умеренно использовать.
умеренно, не переборщить, как елка выглядит не надо, а совсем как поросенок неухажен нельзя ходить. Вы замечаете, что девушка, она красивая, но когда она чуть-чуть ухаживает, еще привлекательнее становится, еще красивее становится. Это большую роль играет в его жизни. Поэтому очень важно. Спасибо за то, что сегодня, смотрю, мужчины все в костюмах. Хорошо. Теперь, пожалуйста, по 2 человека, хватаем за ручки. Сначала изменяем атмосферу. Поехали, начали. Просто один из вас говорит куча комплиментов. Второй молча слышит. Начали. Да, за ручку надо вот так 2 ручками. 2 руками. Да, вот так. Более романтично, да? Говорим. Стоп. Бурные аплодисменты. Обнимаем, поблагодарим. И поменяем ролями. Да, поменяем ролями. Да. Начали, поменяем ролями, говорим. Бурные аплодисменты. Обнимаем, поблагодарим. Спасибо. Как самочувствие? Отлично. Тогда кто самая красивая девушка в городе Бишкеке? Что-то не слышу. Кто самая красивая девушка в городе Бишкеке? Что-то не уверенным. Вот ощущение, что как будто вы пока думаете, правда ли это или нет. Кто самая красивая девушка в городе Бишкеке? Кто самая сексуальная девушка в городе Бишкеке? Парни, заметьте их, пожалуйста. Молодцы, это очень хорошо. Пожалуйста, кто самый ответственный мужчина? Я. Молодцы. Кто самый прекрасный мужчина? Я. Молодцы. Кто самый сексуальный мужчина? Я. Девушки, держите за них. Пойдемте дальше. Внимание, настроение хорошее? Вчера о чем мы говорили с вами? Мы говорили немножко о мужчине, говорили 2 основные правила семейного счастья. Кто могут вспомнить, какие правила были основные правила семейного счастья? Первое правило о чем? На чего вдохновить? Да, значит, получается, что почему люди иногда нам отказывают, почему люди иногда говорят нет или не делают. В чем проблема? Проблема в том, что они не уверены в себе. Проблема в том, что люди в себе не уверены. Когда вы помогаете человеку быть в себе уверенным, например, ходит парень, он начинает стать более заботливым. Ходит девушка, она становится более раскрывается, начинается более реализованным. Ваша помощь большую роль играет, когда вы хотите, чтобы помочь свою жену, или своего мужа, или сына, брата, кого-то, стать реализованным человеком в этой жизни. Потом мы говорили с вами еще очень интересные вещи. Мы говорили о мужчине. Я сказал, что психология мужчины какая? Я говорил вам, что мужчина это кто? Его психология отражает полностью образ, что? Который несет с собой танк. Какой образ значит? Внутри мужчины это какой? Он сильный, он надежный, у него есть сильное стремление к победе, он хочет, чтобы быть действительно неповторимым, необычным, правильно? Любой мужчина хочет оставить следы в истории, он хочет победить, он хочет добиться большего, да? У него сильное стремление получать большего от жизни и так далее, и так далее. Он очень хочет быть героем. Танк же такой? Герой и так далее, и так далее. Но у этого танка есть какая-то слабость. Какая его нехватка у него? Ему нужен водитель. А водитель, да, тяжело в подъеме. То есть получается, что мужчину можно заставить что-нибудь делать. Когда мужчину вы требуете, заставляете что-то делать, это похоже, что вы пришли пытаетесь танку толкать. Что-то вы поняли? Когда вы мужчину упрекаете, когда вы мужчину пытаетесь заставить что-то делать, ну когда вы все так или иначе, вы запомните, вы пытаетесь танку толкать. Или вы пытаетесь вперед пойти самому и танку вот таскать так. Вы это не можете, это невозможно, это не получится никогда. Потому что это такая сотни тонн висит. Да? Сколько тонн висит танк? Наверное, сотни тонн висит. Это его нереально таскать или толкать. Мужчина такой. Значит, мужчина в подъеме очень тяжело, то есть я имею в виду, его разбудить тяжело, его вдохновить тяжело. Но когда ты его разбудишь, ты его не остановишь. Его танк, когда начинает направиться, его не остановишь. Ни подъем, ни спуск и так далее. Самое сложное, чтобы мужчина взялся за что-то. Поэтому ваша задача сделать так, чтобы он взялся за что-то. А что мы подразумеваем, что мужчине нужен водитель? Что мы подразумеваем?
Почему мы сказали, что мужчине нужен водитель?